Правительство КПК совершает открытый геноцид в Синьцзяне с 2016 года. Этот геноцид, который начался с изоляции Восточного Туркестана, продолжается и по сей день с помощью таких методов, как массовые задержания, концентрационные лагеря и внесудебные казни, пытки и другие бесчеловечные практики. Этническая и культурная ассимиляция, наблюдение, мониторинг, разделение семей, детские лагеря, принудительная смена языка, религиозные ограничения, принудительный труд и насильственные аборты. Одним из самых любопытных аспектов этой темы сегодня является мотивация, стоящая за этой практикой. Это не первый случай, когда китайцы совершают геноцид в Восточном Туркестане. При каждом удобном случае они испробовали все средства, включая геноцид, чтобы китаизировать Восточный Туркестан. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли начал свой визит в Китай 30 августа, указывая на важность ответственного поведения Китая с точки зрения глобальной безопасности, приводя российско-украинскую войну и напряженность в Южно-Китайском море в качестве примеров на двусторонних переговорах в Пекине. Radio France International также напомнила китайским официальным лицам об их обязательствах в отношении ситуации с геноцидными уйгурами и правами человека в Тибете и выразила обеспокоенность по поводу автономной структуры управления Гонконгом. Министр торговли США Джина Раймондо предупредила Китай, подчеркнув, что терпение американских компаний, ведущих бизнес Китая, на исходе. Министр торговли США Джина Раймондо, которая недавно провела переговоры с китайскими официальными лицами в Пекине, сделала заявление различным американским телеканалам в воскресенье 3 сентября. Как сообщает «Голос Америки», Раймондо отметила, что американские компании, работающие в Китае, заслуживают предсказуемой среды и равных условий. Замедление экономического роста Китая, снижение потребительского спроса и замедление производства также вызывают тревогу у соседних стран, имеющих тесные связи со второй по величине экономикой мира. Ухудшение китайской экономики сказывается и на экономиках других континентальных стран, с которыми Китай имеет тесные торговые связи. Сообщается, что индийский космический корабль Чандраян-3 был переведен в спящий режим после завершения своей миссии на Южном полюсе Луны. Индийское агентство космических исследований заявило, исследовательский аппарат завершил свои миссии, сейчас он благополучно припаркован и переведен в спящий режим, говорится в пресс-релизе. Национальная женская сборная мира по волейболу номер 1 является чемпионкой Европы. Филинин Султанвары, дошедшие до финала, впервые в своей истории стали чемпионами, победив Сербию со счетом 3-2 в финале чемпионата Европы по ЕКВ 2023 года. В историческом матче, сыгранном в зале Палес 12 в Брюсселе, Бельгии, Филинин Султанвары сыграли в финале с действующим чемпионом мира Сербией.